В Москве в Центральном офисе оппозиционной партии РПР «Парнас» состоялась презентация доклада «Путин. Война», над которым перед гибелью в феврале этого года работал политик Борис Немцов. В докладе сообщается, что на Украине убиты 200 российских военнослужащих. Каждой семье погибшего выплачено около $40 тысяч при условии, что они будут молчать о происшедшем. Работу над докладом завершили соратники Немцова по партии. В докладе содержатся обвинения в адрес Кремля, якобы отдавшего приказ убить Немцова. Борисом Немцовым, который начал его... В Донецке пророссийские сепаратисты организовали празднование годовщины проведения, как они говорят, демократического референдума о самоопределении так называемой Донецкой Народной Республики. 11 мая состоялся торжественный парад в честь годовщины референдума, осужденного мировым сообществом как нелегитимного. Россия заявила, что уважает результаты голосования, которое проводилось в районах, захваченных вооруженными сепаратистами и российскими спецподразделениями. Россия отрицает свою причастность к конфликту. Пакистан. Премьер-министр провинции Хайбер-Пахтунхва возглавил марш протеста местных законодателей возле здания федерального парламента в Исламабаде. Участники марша утверждают, что правительство Пакистана намерено изменить дорожный план обширного экономического и транспортного развития, ранее согласованный с Китаем, и перенести строительство путей сообщения из провинции Хайбер-Пахтунхва в провинцию Пенджаб, оплот премьер-министра Наваза Шарифа. Тем временем пакистанский премьер-министр прилетел в Кабул для проведения переговоров. Это первый визит пакистанского премьер-министра в Афганистан за последние 2 года. В настоящее время в двусторонних отношениях между Афганистаном и Пакистаном наметилось потепление.